Мне не хватало с тобой разговора о литературе. Лукашенко – это бренд. Я не хочу с тобой говорить. Поздняк, Лукашенко и Федута привезли машину навоза. Эмиграция как шанс или как трагедия? Бог меня зачем-то хранит. Я не Мария Александровна Колесникова. Белорусы, вы невероятные. Наша литература, она запоздалая. Я заблуждался, но вместе с народом. Она была моей первой любовью. Халезин научился готовить на Старостове. В далеком 2011 году у меня умер папа, и я не мог присутствовать в Минске на его похоронах, а мой гость на этих похоронах присутствовал. Он сам узнал о том, куда надо идти, он понимал, почему надо идти, и что это мне поможет, наверное, пережить этот тяжелый момент. И за что я ему буду благодарен всегда. Он был таким моим послом на этих похоронах. Это человек, которого вы все прекрасно знаете, но не полностью понимаете его талант, потому что не для всех он был открыт. С сегодняшним моим гостем меня связывает дружба 32 года. Хорошая цифра, правда? За это время произошло столько всего, что нам не переговорить наверное, за остаток жизни. И мне очень не хватало разговора с ним о чем-то важном, а точнее сказать, о литературе. Если когда-то у меня возникал вопрос, касающийся литературы, я сразу задавал его моему гостю. И получал всегда компетентный ответ. Не просто компетентный, а самый компетентный ответ, который, наверное, можно получить в нашей стране. 32 года, а разговора сегодняшнего я ждал 5 лет. 5 лет у нас не было возможности поговорить. Это мой друг Саша Федута. Тебя кто-нибудь, кроме меня и Марины, зовет Сашей? Юра Дракохруст. Юра. Ну, с ним мы знакомы с 91-го года. А с тобой с 94-го? Да. Страшные цифры. Ой, господи. В Беларуси столько не живут. Вот. Я... Помнишь, у Рязанова «О бедном гусаре замолвить слово» Гафт поет на стихи Вяземского. Я пережил и многое, и многих. Вот мы с тобой пережили такое количество людей. Это правда. Что уже... Я очень рад видеть тебя в свободе. Каждый раз, когда я гляжу в зеркало, я думаю о том же. Это класс. И при этом я не хочу с тобой говорить сейчас ни про тюрьму, ни про политику. Это радует. Потому что мне, честно скажу, не хватало с тобой разговоров совсем не о политике и не о тюрьме, а мне не хватало с тобой разговора о литературе. Потому что с каждым годом мне все меньше людей, с которыми я на эту тему могу говорить. А я очень хочу с тобой об этом поговорить. Давай пока попробуем, что у нас получилось. Давай попробуем. Ты как сейчас питаешься вообще? Пока со мной любимая женщина. По совместительству жена, по совместительству повар. Готовит она шикарно. Хорошо готовит, да? Очень хорошо. Вот. Потом она еще жалуется, как быстро я набираю в весе после того, как вышла из колонии. Ну, правильно, когда она приезжает, это же невозможно не есть.
Она не может не готовить, потому что она Ну, у неё это оправдывает, страсть, да, оправдывает, блин? нет, она Нет? оправдывает вот те 5 лет, что она готовить не могла. Хочет наверстать. У меня ощущение было, что когда ты занимался журналистикой, мы в это время, этот период, мы получили тебя как журналиста, публициста скорее, но теряли тебя как писателя. Мне кажется, что ты большое количество времени тогда тратил не туда, куда бы и хотел я лично. Или нет? Или ты не согласен со мной? Ну, дело в том, что писателем, условно говоря, я начал становиться в году так 2001-2002. Потому что у меня появилась идея собрать свои статьи. Ну, я считаю себя классиком жанра. Политический портрет. Это ж, помнишь, да, всё, да, это ж да, у да. тебя Тогда- на глазах. Да, начиналось абсолютно. всё. Абсолютно. Собрать их все в книгу «Лица власти» и ее опубликовать. Но светлой памяти наш общий друг Петя Марцев, он сказал, что я не знаю, кому и зачем это надо. И вообще, это одно дело статья, другое дело книга. Поэтому сходи к человеку, который в этом что-то понимает. И я пошел к Будиносу. Ну, Женя, да, он как-то, у него Вот. какое-то провидение было в этом. И светлой памяти Евгений Доминикович поговорил и сказал: нет, это не пойдет. Все эти люди, а там же, ты помнишь, было от Конечно. Таразевича, Там- вот, и до... Через Винникову. Да, до беспредела просто были какие-то люди, которых сейчас уже не знает и не помнит никто, кроме нас. Вот. Ну, Тихиня был... Ну, как же без Тихиня? Вот, это уж святое было. И он сказал, что если ты хочешь, чтобы твою книгу читали, нужно брать героя, который будет всем интересен. Ну, ты его и нашел. И я его нашел. Я попал, как называется, в больницу. Вот, с очередным кризом. Было это через 3 дня после того, как госпитализировали Геннадия Дмитриевича Карпенко. Да. Вот. И за 2 дня до того, как исчезла Винникова. Вот. И я лежал в больничке. Делать мне было нечего. Мне принесли компьютер. Я начал писать книжку. Сами знаете, про кого. Я ее написал. Ты понимал тогда, чем это, куда это все? Нет. Я понимал одно. Все, кто был в компании, все орали, что вот сейчас они сядут и напишут. Покойный Володя Нестюк, который обещал разразиться чуть ли не 4 Никто не томами. делал, да. Я понял, что если я это все не зафиксирую, это время уйдет. Вот. А я все-таки находился внутри. Да. И я все это дело написал, пришел к Евгению Доминиковичу, сказал: Евгений Доминикович, у меня тут с собой рукопись, я все сидел, я же прекрасно уже знал, как с ним надо общаться. Вот. Я сидел, выслушивал все его нотации и все остальное. Потом сказал: ладно, я ничего не обещаю, я смотрю, оставь рукопись. Позвонил на следующий день утром. Там было больше 2000 страниц. И сказал: ну, приходи. Я пришел. Будинос сидел в позе Хемингуэя. Да. С трубкой. По-моему, Хемингуэй на том свете, узнав, какое количество людей курит в Беларуси трубку, должен был просто вот второй раз поберечь. Потому что кроме Будиноса курили Марцев, Якубович. И кто-то там еще курил, я не помню кто. Сказал: в общем так, я все это прочитал, все это гроша ломаного не стоит, ты не понимаешь, что ты делаешь, надо учиться писать. И дальше, значит, он заставил меня переписывать книгу, причем он за меня ее не дописывал, он за меня ее вычеркивал. Ты согласился с его доводами? А там, где я не соглашался, Ну, ты не делал, не я менял. этого не делал. Вот, значит, он вычеркивал все то, Насколько это была компетентная экспертиза? Она была абсолютно компетентна. Абсолютно.
потому что для того, чтобы как бы показать, что нужно делать, он раскрыл рукопись на произвольном месте, вот, начал выхватывать предложение, спрашивать, а что ты этим хотел сказать? А что вот это слово у тебя значит? И выяснилось, что это слово абсолютно лишнее. Оно не нужно здесь. И дальше, вот когда мы с ним договорились, он начал все это вычеркивать. И я начал собственными руками перебирать собственный текст, все. А там, где у меня было согласие, я это делал. Это были для тебя такие уроки литературы? Конечно, конечно. Я всегда был благодарен своим учителям. В День учителя я вот поминаю всех, начиная от школьных учителей своих. Удивительно, у меня было, когда мы даже только еще познакомились, мне казалось, что ты так легко и так пишешь стилистически точно, что мне казалось, что тебя даже учить ничему не надо. Но видишь, все-таки здесь, наверное, разговор больше о структуре, да, книги. Нет. Нет? Разговор был о том, что книгу должны читать. Я рассматривал, вкусно, не оторваться, блядь. Халезин научился готовить на старте. Проблема заключалась в том, что книга должна была раскупаться. Для него это был коммерческий проект. А для меня это был поток сознания. Вот сейчас я напишу все, что я помню. Он меня убедил, что на 5-й странице эта книга не будет никому интересна. Поэтому садись, родной, и вычеркивай. Всё. Я приходил к нему. То есть, таким образом, добавляя динамики, добавляя все интриги. Фраза должна лететь. Одно дело, когда я пишу научную статью, и я могу позволить себе как бы вот ее чуть-чуть беллетризовать, но костяк-то понятен все равно. И другое дело, когда вот человек должен заплатить за книгу деньги. Ну да, это другая история совсем. Да. И он заплатил, на 10-й странице ему стало скучно, потому что он не понимает, кто все эти люди, откуда они взялись. Ну вот представь, людям 20-х годов называют фамилию Семена Георгиевича Шарецкого. Откуда это? Кто это? И с того времени сохранились 3 человека. Поздняк, Лукашенко и Федута. И все. Уже даже Мясниковича нет. Бессмертного. Бессменного, да. Да, все. Вот. Ну и, соответственно, нужно было писать книгу так, чтобы она некоторое время просуществовала в общем сознании. А мы все это порезали. Причем Будина, светлая ему память, это был какой-то приступ литературного мазохизма. Потому что ему сделали онкологическую операцию, и я ходил к нему в палату. Долго длился этот марафон. И он продолжал все это редактировать. Он запрещал мне куда-либо выходить. И когда все это закончилось, мы распечатали рукопись и послали читателю. Анатолий Иванович Стреляный. Стреляный. Да, тоже. Великий с советских времен публицист, совершенно исключительный человек с чувством стиля. Да, абсолютно согласен. Он получил, значит, он жил и, по-моему, сейчас еще живет где-то под Киевом. Он получил эту рукопись, отбил телеграмму, получил. Через 3 дня приходит телеграмма. Прочитал 20 страниц. Ваш герой поступает в пединститут. За что вы его ненавидите? А Будина как бы нет, ну мы все вроде бы почистили, но в построении фраз, в интонациях, в оценках оно все равно сквозило. И Будин позвонил, говорит, приходи. Я пришел. Он прочитал мне эту телеграмму и говорит, давай разбираться. Он достал еще 2 распечатанных экземпляра, мне и себе. Мы сели с карандашами, и мы начали проходить еще раз все это дело. Значит, итоговый экземпляр, по-моему, с правкой Стреляного. Название уже существовало?
Лукашенко политическая биография. То есть изначально называлась Александр Лукашенко политическая биография. А Будинов мне сказал: слушай, ну ты Александр, он Александр. Зачем такое количество Александров? Лукашенко это бренд. Да, абсолютно. Торговая марка. Все, вот он идет. Когда мы уже отредактировали, как нам казалось, все, он сказал: так, этих читателей нам не хватает, этого читателя, нам нужен еще. Послали Льву Тимофееву, известному литератору, историку, диссиденту, в Москву. Лев Михайлович, дай бог ему здоровья, читал уже в компьютерном виде, ему не нужно было посылать посылки. Все это дело прочитал. Он сделал какие-то замечания. У тебя прям университеты были с этой книгой. Совершенно верно. Ты помнишь одного из героев Ильфа Петрова, который говорил, по-моему, Митрич в «Золотом теленке», мы университетов не кончали, он кончал Пажеский корпус. Вот дело в том, что я до того времени закончил как раз университет, мне Пажеского корпуса, как выяснилось, не хватало. И Евгений Доминикович, светлая ему память, стал моим литературным институтом. Он научил меня писать. Я не знаю, какой я ученик. Я не знаю, получается у меня дальше что-то или нет. Но, может быть, получается. Нет, у тебя все получается, конечно. Я просто не знал всю эту эпопею в деталях с той книгой. Но книга-то взлетела. Да, я смеялся, я говорил, что выше, чем у меня, гонорары только у Алексеевича. Да. А ты получал процент? Нет, я не получал процент, а в издании инвестировали Будинов и Грушевой. Согласно договору они получали проценты, я должен был получать только в случае переводов на другие языки. Но выяснилось, что Лукашенко никому не интересен. Да, в других странах, да. Вот. И поэтому книгу не перевели. А сейчас ее бессмысленно переводить, потому что сейчас надо садиться и писать второй том. Там уже новая история. Я не хочу. Ну, конечно, тратить время, это мне всегда тоже, у меня это мой внутренний тоже протест, потому что у нас постановок было в театре, наверное, там за 50, ближе к 60, но фамилия его там не звучала ни разу, то есть, потому что ты думаешь, что это не тот калибр личности. Который... Может быть, поэтому вас и объявили экстремистом. А ты понимал, вот, например, что выходит эта книга, а у нас же с тобой был разный статус. То есть я был его очевидным врагом, а ты был врагом, который находился при нем. Да? Это два разных. Он таким, как ты, он мстит гораздо мощнее. Ты понимал, что последует за этим? За этим ничего не последовало. Не последовало, но вот если бы сейчас, другая была бы. Разумеется. Рассказываю историю. Вышла книжка. У меня был друг Павел Изотович Якубович. Я никогда не скрывал, что он мой друг. Я тоже. И он, как ни странно, не скрывал. Это у меня та же история, да. Это тоже. Все. Я ему звоню и говорю: Павел Изотович, хочу подарок привезти. Он говорит: догадываюсь. Вези. Я приезжаю в редакцию газеты «Советская Беларусь». Меня встречает очередной Хемингуэй. Вот. Я достаю книжку. Он говорит: ну, подпиши. Я подписываю. Он должен видеть, что... Муки творчества в момент подписывания книги должны видеть те, кому подписываются. Да, конечно, конечно. Я подписываю. Он говорит: ну, ты же понимаешь, что мне одного экземпляра мало. Говорит: ну, ему нужно донести. Ты же понимаешь, что у меня будут спрашивать. Конечно. Я говорю: понимаю. Значит, открываю сумку, с которой приехал тяжеленную, достаю пачку книг. Он спрашивает: сколько там? Я говорю: 8. Он так возвел глаза к потолку, посчитал в уме, говорит: еще одну. Я говорю: ну, завтра привезу. Ну, вот привези завтра. Зачем, чтобы люди бегали и искали? Да. Он все равно будет спрашивать, прочитали, конечно, не прочитали. Конечно. А так... Потом суд говорит: а подписать ему не думаешь? Я говорю: я уже надпись придумал. Он спрашивает: ну, какую? Он почувствовал.
Я говорю, герою книги от его автора. Посмотрел на меня и сказал: Федута, ну ты не наглей. Ну, Да. он же понимал, что означает Конечно, эта надпись. конечно, И конечно. как она будет воспринята. Конечно, конечно. Да, безусловно. Я сказал, тогда подписывать не буду. Он говорит, может быть, к лучшему. У него лежит на случай, если Лукашенко уйдет, то у него лежит первая полоса уже заготовленная, на которой титульный материал, а его авторство, которое называется «Я заблуждался, но вместе с народом». Шутка такая ходила. Тем более, что это была правда. Абсолютно. Проходит несколько недель. Я иду по площади Свободы мимо бывшего здания БДГ. Рядом со мной идет чиновник из администрации президента, нормальный вменяемый дядька. Поздоровались, все, идем. Мы идем рядом и молчим. И мы оба понимаем, о чем мы молчим. В конце концов, он не выдержит первым, говорит, прочел. Я спрашиваю, а где взял? Он говорит, начальство дало. Я говорю, а зачем? Ну, нам, говорит, он работал в главном идеологическом управлении, и главному правовому управлению дали на предмет изучения, можно ли возбудить уголовное дело. И я говорю, ну и что? Говорит, ну мы начальству ответили, что Состава преступления нет? по 3-4 эпизодам можно. Начальство Шейман, Ну, конечно, глава администрации. Он говорит, наложена резолюция оставить без последствий. И вот тут меня прерывает, я начинаю хохотать. Я думаю, что книга в чем-то ему понравилась. Я тоже думаю. Я тоже так думаю. Потому что я он не увидел себе все равно историческую фигуру, так или иначе. И он увидел, я не скрыл ничего, что можно поставить ему в вину. Там, как ты помнишь, раздел про пропавших, про разгон про парламента, референдумы, про все это. про все есть. Вот. И одновременно есть констатация факта о том, как менялась жизнь. Да? А при нем ведь некоторое время она действительно менялась к лучшему. Все. И он понял, что это попытка быть объективным. Мне кажется, что последствия вылезли только когда уже возникло твое вот это уголовное дело. После этой книги ты понял, что ты можешь писать, или ты и так понимал? Просто ты как бы хотел осознать, как это работает. После этого, во-первых, я решил не писать политических книг. Политика – дело сиюминутное. Это Лукашенко у нас растянулся на 32 Ну года. да. Это скорее А в исключение. демократическом обществе Да, устанешь писать про всех. Это абсолютно. я видел последние выборы, в которых участвовал Тони Блэр. Где сейчас Тони Блэр? На пенсии. Я имел честь разговаривать с покойным президентом Польши Лехом Качинским в Вильнюсе. Я знал нескольких премьеров разных стран, еврокомиссаров, генсека Совета Европы и так далее. Если бы заказали, я понял, что я пишу это для гонорара. Да. Мне пришлось бы это написать. Да. Написать о них по собственной инициативе. Во-первых, никто не поверит, что я пишу по собственной инициативе. Ну, это правда. Но ты представь себе, что там я сажусь писать сегодня биографию Бабарыка. Мне кажется, что это даже, поскольку он все-таки не политик, Да. он, наверное, была бы его история интереснее, чем там много драматических Но, сломов. понимаешь, это было бы интересно, если бы он написал честные мемуары. Абсолютно, абсолютно, да. И я бы помог, я бы это редактировал. Вот знаешь, когда человек такое количество читает художественной литературы, и не только художественной, у него есть свои какие-то идеи на предмет рассказать какой-то роман, да? Но ты идешь сначала в некую политическую литературу, а потом ты начинаешь писать литературоведческие книги, которые уже ценятся внутри сообщества.
Но ты не идешь в сторону художественного совсем. И почему? Александра Александровича Блока есть замечательная фраза. Трудно писать, зная, что до тебя был Софокл. Это правда. Понимаешь? Есть замечательная фраза в польском литературоведении. Мицкевич – убийца поэтов. Это правда. То есть человек читает баллады и романсы и понимает, что ему надо уходить. Да, уходить, конечно. Это просто насмех. Вот. Я не могу придумывать сюжет, но я его вижу. Да. Я его вижу. И когда я вижу сюжет, когда я вижу человека, вижу какой-то конфликт внутри его судьбы, мне хочется об этом рассказать. Один единственный раз я попытался написать беллетристическую. Да, беллетристику. Да. Это была книга под названием «Американские стихи». После моей первой ходки. Но ты же помнишь, что ты имеешь дело с рецидивистом. Конечно. Да? Значит, вот в 2012 году в Берлине вышла книжка под названием «Американские стихи» с предисловием светлой памяти Натальи Евгеньевны Горбаневской. Вот. Вышла книжка, где я тогда думал о том, что у людей, которые ведут следствие, у них же есть дети. Значит, надо менять фамилии, надо менять и имена тех, кто там в правительстве, до тех, кто меня окружает, потому что вдруг им это будет неприятно. Я попытался максимально беллетризовать историю со своей первой ходкой. Сейчас я перечитываю это, и я понимаю, что это глупость. Во-первых, все, кому надо, все прочли. Кому надо, тот обиделся. Кому не надо, тот обиделся, потому что я исказил его фамилию, а он бы хотел фигурировать. Вот. Поэтому я понял одну вещь. Все, ребята. Ты можешь заменить фамилию в том случае, если этого требуют обстоятельства. То есть человек является непубличным. Он может не пожелать, чтобы кто-то знал, что он сидел в тюрьме. Да? Найди возможность обойти этот вопрос. Любопытно на самом деле, потому что получается, что ты пошел в как бы документалист. Тебе сейчас реально документалист. Тебе сейчас, когда ты пишешь даже литературоведческие книги, тебе не надо ничего менять. У тебя, собственно говоря, ты идешь чистый. Сейчас у меня замечательная история. Я езжу по городам Польши и читаю лекцию про филоматов. Где мы, где филоматы. Да? Начало, не знаю, для меня очень сейчас близкая тема. Вот, начало 19 века. И я рассказывал. На 15-й минуте народ, который сидит в зале, начинает широко раскрывать глаза. Люди понимают, что ничего не изменилось. Конечно. Что все осталось по-прежнему. Более того, возникли нейросети, которые те же филоматы. Да, я рассказываю не о окружении Мицкевича, я им о них рассказываю, да, о их судьбах. абсолютно. Вот. И история меня привлекает, история литературы, в первую очередь, как история людей. Смотри, «Дикое полевание». Когда общался с британскими критиками, они говорят, мы не верили, что у вас был автор, который так жонглировал жанрами. Политический триллер, хоррор, лавстори, да там все, детектив, нуар, да, прям взял и в небольшом произведении бахнул такой объем какой-то космический. Они говорят, это дико современно. Я говорю, окей. А в чем как бы это? Они говорят, вот
как бы, почему, собственно говоря, он не стал вот мировой звездой, как тот же Конан Дойл. А у меня ощущение, вот когда я уже там 10-й там раз перечитывал «Дикое полевание», у меня ощущение, что чуть-чуть плосковатые персонажи, если брать вот современные. То есть меня сама завораживает вот все в этом романе, но мне кажется, что чуть-чуть простоваты структуры героев. Или это, мой взгляд, из современности, я не знаю. Во-первых, это взгляд из современности, это взгляд человека, который, ну, скажем так, воспитан на условном Джойсе. Короткевич архаичен, потому что наша литература, она запоздалая литература. То есть у нас то, что делал Короткевич, это делал Вальтер Скотт. Ну, сравни по 120 лет. Да. Вот. И это не упрек Короткевичу. Нет, это результат той политики, которую проводила в начале Российская империя. Да, мы опаздывали. Потом Советская империя. Я называл это значит, фактор второсерийности. То, что в первой серии происходит где-то там, в Британии, во Франции, даже в России, у нас происходит во второй серии. Если говорить о плосковатости, тут дело, во-первых, в том, что он следует определенной традиции, при которой не нужно усложнять. Да, это безусловно. Героя. А во-вторых, я могу сказать, что Короткевич ориентировался на определенный фольклорный жанр. И этот жанр батлейка. То есть поставить идеально его повести, значит, и «Дикую охоту», да, и «Черный замок Ольшанский». Но «Колосы под серпом» твоим сложнее. Сейчас дойдем. Дойдем. И «Ладью роспачи», и даже моего обожаемого «Христос приземлился в Гродно». Я все-таки Гродненец. Ну-ка еще бы. Гродненцы, я люблю вас. Вот. И это все батлеечные тексты. Да. Это не делает их хуже, наоборот, да, нет, это их достоинство. Оно обращено, поэтому такая популярность бешеная. Это первое. Второе. Теперь, что касается «Колосов». Это попытка создать национальный исторический роман. То, что во всех европейских литературах пошло от Вальтера Скотта, в русской литературе пошло от Пушкина с «Капитанской дочкой» и арапом Петра Великого. Вот. И все это, еще раз повторюсь, с одной стороны архаично, а с другой стороны. Для этого ему пришлось искать новых героев. Для этого традиции не было исторической. Да, конечно. Да. Значит, не было вот того, что вокруг кого строится молодой роман исторический в Европе. Вокруг дворянина молодого. Это роман воспитания, роман его становления. И вот этот исторический роман, как роман воспитания, он у Короткевича в «Колосах». И когда я, допустим, читал, перечитывал в «Американке» «Колосы», я, во-первых... Там есть, да, библиотека? Мне купили и принесли. У нас был замечательный офицер по покупкам книг. Он уже знал по первой моей ходке, он меня помнил. И он знал, что я книгу прочитываю очень быстро. Поэтому он старался выполнять мои заказы максимально. Вот. Нет, он просто знал, что я... Извините, плешь проем потом администрации, если мне не будет хватать чтения. Это правда. Вот. И письмами замучаю, все. А так дал Федоте книгу. Федот сидит читает. Дал ему 3 книги. Федота неделю молчит. Это счастье для всех, кто с ним работает. Вот. И я, когда перечитывал «Колосы», я понимал, что, во-первых, эта книга написана филологом. Как и я, он филолог, только он закончил Киевский университет. Вот. А во-вторых, худо-бедно, но эта книга написана школьным учителем. Опять ты. Опять я. Родство душ.
Нет, я не претендую на лавры Короткевича, упаси боже. А не надо. Вот. что это? Но это абсолютно родство души. Я понимаю, зачем он писал эту книгу. И я понимаю другое. Я понимаю, что эта книга написана в год, когда мне исполнился 1 год. 65-й год, журнальное издание. И, соответственно, прошло очень много времени. И надо объяснять новому Ты читателю. впервые читал это произведение на каком языке? Впервые я читал на русском языке. Как и я. У меня первый опыт был русский, а потом... В Щедриной. Замечательный перевод просто. Хороший перевод, но я потом, когда прочитал, Авторизованно. начал читать его по-белорусски, все, уже не можешь туда. То же самое произошло со мной. Вот. Когда появилось белое знаменитое Мальдисовское Киселевское собрание сочинений, вот, Короткевича, советское еще, я прочитал на белорусском языке, и вернуться после этого к русскому Короткевичу невозможно. Я, когда в «Американке» прочитал, я понял, что сейчас надо вот брать и писать книжку для учителя. То есть пособие, как читать Короткевича, как понимать Короткевича. Я написал. Тетради были совершенно замечательные. Я писал Марине, я рассчитывал, что мне удастся передать их. Я рассчитывал на то, что все будет замечательно, и Марина сможет издать. Я очень надеялся, что она издаст к суду. И вот этот вот 20-й год, который оттуда проникает, понятно, что это моя личная интерпретация. Что делает Короткевич в «Колосах»? Часть сюжета происходит в Петербурге. В Петербурге, да. Вот с видными, так сказать, революционными демократами Загорский не встречается. Он встречается с Шевченко и читает ему свои стихи. Да. И Украина играет там колоссальную роль. Я понимаю, что это привет, личный привет друзьям Короткевича в Киеве. Но это сейчас читается вот именно так. Так, именно так. И когда Светиловича арестовывают за то, что он читал стихи Шевченко в университете, то есть, я понимаю, что сейчас начни читать стихи Шевченко в Москве, и ты точно так же сядешь. Да? Абсолютно. Вот этих моих тетрадок, которые я писал про Короткевича, про книгу Короткевича в «Американке», первым читателем был следователь, подполковник Акулич, который потом не захотел отдавать мне мои тетради, и мне пришлось то объявлять медикаментозную забастовку и отказываться от приема лекарств. В итоге тебе их отдали, да? После того, как я достал всеми немыслимыми достаточно Генеральную прокуратуру, они поняли, что я буду издеваться над ними в письмах, а мои письма они должны хранить вечно. Я государственный преступник. Вот. И они поняли, какими они будут выглядеть идиотами в глазах потомков, и они заставили его отдать мне тетради. Так вот, там сохранились карандашные пометки. Он абсолютно точно уловил связь с 20-м годом. То есть вот они, когда читали, они все понимали. Вот смотри, 3 произведения, да, «Охота», «Черный замок» и «Колосы», да, взять, рассмотреть это как некую трилогию, условно. И везде этот герой, да, и сделать этого героя одним и тем же. То есть это один и тот же человек. И я к чему это все говорю? Этот человек этнограф. И у меня в голове Индиана Джонс, археолог. Это та же история. Это точно такой же эпос про чувака, который какой-то романтик бешеный какой-то, и он этнограф. Очень белорусская история. Очень. И вот этот герой, мне кажется, мы бы получили героя уровня Индиана Джонса. Коля, они и были, наши национальные герои, они были этнографами. По одной простой причине. Именно через этнографию создается модерная, современная европейская нация. Когда ты читал Короткевича там, какой у тебя, что это было для тебя? Или тебе все равно было, где ты читаешь Короткевича? Я учился всю жизнь 2 вещам: читать и писать. Все. Если мне сейчас ты попросишь меня забить гвоздь на глазах у уважаемых зрителей,
мне 10 проще разбитых будет пальцев. стукнуть себя молотком. Я исхожу из того, что книга выбирает нас. Не мы выбираем книгу. Книга выбирает нас. Она приходит к нам в тот момент, когда она нам нужна. А были книги, которые я хотел перечитать и которые меня отталкивали и в СИЗО, и потом в колонии. А какие ж, например? Ну, зачем я буду ругать замечательных авторов? А не ругать, а просто мне интересно, что оказалось таким несвоевременным в тот момент для тебя. Это смешно, но Ильф и Петров. А ты себе объяснял как-то почему? Потому что для тебя Ильф и Петров – это прям икона. Да, стилистически это была икона. Когда ты на свободе, это икона. А когда ты там, и ты видишь, что они издеваются над человеком просто потому, что тот интеллигент. Да? Вот история с Васисуалием Лоханком – это история нас с тобой. Вот. Только оказавшимся в ненужное время в ненужном месте. Правда. И многие книги, которые я брал для того, чтобы перечитать, они не шли. А какого-нибудь Солженицына? Это тоже... Нет, я с удовольствием прочел «Раковый корпус». Вот, я его читал впервые. Вот. Ну, до этого Солженицын был у меня другими произведениями, в основном в круге первых. А у меня, видишь, «Один день Ивана Денисовича» как-то больше. Видимо, потому что я его первым прочел. Я первый раз Ивана Денисовича прочел в 6 классе. Когда он вышел в мире, наверное, да? Потому что я читал с брошюрованного из... Я читал в «Роман-газете». Вот, значит, я пришел к ним в гости в очередной раз. Она была моей первой любовью. Привет, если ты меня видишь. Я не называю твое имя, потому что ты там, а я здесь, да? Вот. Но ты понимаешь, что это только о тебе. И Марина знает о твоем существовании. И вы знакомы. И выяснилось, что у вас общие родственники. Все. Поэтому ревности быть не может. И я пришел, я вижу, на столике лежит там «Роман-газета», я знал, что это издание, вот, и лежит «Один день Ивана Денисовича». Я не знаю, что это, я говорю: дядя Женя, можно я возьму? Евгений Николаевич посмотрел, сказал: Кать, заверни в газету. То есть он понимал, что я буду читать аккуратно. Но вот идет мальчик, 3 года назад депортировали Солженицына, и он идет, несет по улице. Да, заверни в газету. Через много лет, когда я уже знал, кто такой Солженицын, когда уже знал, что такое «Один день Иван Денисович», понимал. Я в очередной раз сказал: дядя Женя, а как вы не боялись-то? А он лучший хирург области. Ну да. И он тогда посмотрел на меня и сказал: а чего бояться? Им же надо будет оперироваться. Под нож идти. И вот сейчас, когда была эта известная история с врачами-ортопедами, там был самый смешной случай, когда в Витебской области следователь вел дело доктора наук, профессора по ортопедии, и тут до него доходит в какой-то момент, и он говорит: ой, а когда же вас выпустят-то? У меня ж теща к вам была записана. Протез заменять. Трагикомическая история. Ты вышел, да? Ты увидел старый новый мир. Уже чат GPT фигачит. Но я до сих пор ловлю... Чатом я не пользуюсь, но этим самым через Google... Вот, я пользуюсь этим искусственным интеллектом. Ну что, во-первых, мне приходится ловить его на ошибках. Ну, это каждый правда. день. Это правда. Каждый день. Но собирать информацию ведь гораздо легче. Да, но слава богу, меня он не заменит. Ты вышел в такой дивный новый мир, и что ты увидел вообще? Вот, тебя что-нибудь поразило вообще? Или ты просто так решил как просто прижиться, адаптироваться, поменять цвет, как хамелеон? Или вообще ничего? Что меня не удивило? Меня ничего не удивило, потому что... Нет, удивило, но это другое. Потому что основная масса людей полностью соответствует тому, что увидел Воланд, вернувшись в Москву. Люди добры, только квартирный вопрос очень сильно их испортил.
под квартирным вопросом я имею в виду финансы и все остальное. Когда Да. читаешь вот все эти разборки, Но ты же начинает тошнить. но ты же попал сразу в эмиграцию. Это совсем другой ракурс. А, И другой квартирный вопрос. другой квартирный вопрос. Какой? Я уходил из страны хуторян, садился в эту самую в колонию. Сначала в СИЗО, потом в колонию. Когда все люди жили по принципу белого медведя, лечь в снег, закрыть лапой нос, чтобы тебя никто не видел. Вот. И вдруг я приезжаю, и я застаю белорусов, которые готовы, насколько хватает сил, помогать друг другу. Люди, которые решают не свои, а чужие вопросы. Люди, которых абсолютно искренне беспокоит твое здоровье. И не потому, что они были с тобой знакомы в той жизни. Нет. Потом я выясняю, что эти же люди помогают другим, что они там возят продукты питания, что или оплачивают одежду, лекарства и так далее. Выясняется, что у меня здесь есть родственник, кстати, твой поклонник, Витя. С удовольствием передаю тебе привет по рекомендации Саши. Племянник, привет. Вот. И, значит, мы с ним познакомились в тот день, когда он привез очередную порцию лекарств в Центр белорусской солидарности. Вот. И одежду там какую-то им покупал, все остальное. И вот это все меня страшно поразило. Меня поразили белорусские волонтеры в Чернигове, в Украине. А представить себе, что белорусы, которые вот в той жизни, в которой мы с тобой жили, на какую-либо солидарность способны не были, и что здесь они выгребают все вместе как могут, это удивительно. Это поразительно. Я не Мария Александровна Колесникова, но я могу сказать одно: белорусы, вы невероятные. Вы действительно невероятны. Вы способны в ту минуту, когда вам самим хреново, вы ищете тех, кому еще хреновей, прости мой французский язык плохой, да? И вы помогаете им. Слушайте, люди, раньше я думал, что каждый народ получает то руководство, которого он заслуживает. Вот сейчас, вот эти полгода, проведя на свободе, я могу сказать, что вы поняли за эти годы, что выплывать нужно все вместе. И это самое важное. А вот что касается твоего, не будущего, как сказать, вот твоего перспективного взгляда вперед, да, ты видишь это как ты вышел, ты сейчас адаптируешься, ты уже выпустил книгу, это капец, конечно, или две? Одну пока. Ну, скоро будет вторая. И ты видишь какую-то... Что ты видишь впереди? И что это для тебя сейчас? Эмиграция как шанс или как трагедия? Когда я прихожу в свою нынешнюю квартиру, лезу на книжную полку и достаю книгу, трагедия заканчивается. Когда я сажусь к компьютеру, начинаю писать очередные 3 страницы, а я следую завету Юрия Карловича Олеши и Евгения Доминиковича Буденноса. «Ни дня без строчки». Да. И мой нынешний Facebook – это тренировка беглости пальцев. Я так и, да. Вот. Я ж не пишу о политике, я не хочу писать о политике. Значит, поэтому я пишу о чем-нибудь, но не о политике. И когда я начинаю работать, мне все равно, где я это делаю. Может быть, именно поэтому я стараюсь реже выходить из дома. Как писал Иосиф Александрович, не выходи из комнаты. Вот я стараюсь не выходить из комнаты лишний раз.
мои выходы из комнаты связаны с участием в научных конференциях. Но я в них участвовал всегда. Да? С походами в библиотеку и архив. Я туда ходил. Да? С походами по книжных магазинам. Марина, ты этого не слышала. Ну, значит, я тоже всю жизнь ходил по книжным магазинам. Я с 6 лет ходил по книжным магазинам. Да, это Вот. У меня был бюджет недельный, мне давала мама. В неделю это были безумные деньги, 3 рубля. Ого. По советским временам. Книжка стоила 90 копеек, взрослая, в твердом переплете. Вот. И когда я все это делаю, 5 лет не было. Я просто уснул на некоторое время. Сейчас сложнее. Сейчас я получил международную защиту. Мне нужно думать о трудоустройстве. Мне нужно думать, чтобы снять ответственность за меня с плеч тех людей, общественных структур, фондов, которые помогают. Потому что я не скрываю, да, то, что я хожу и так относительно хорошо выгляжу, это результат работы очень многих людей, которые финансировали мое лечение здесь. Да? Все эти лекарства, все эти визиты по врачам, они стоят достаточно дорого. Вот, и я им безумно благодарен. И моя задача трудоустроиться. Вот когда я трудоустроюсь, я понимаю, что вот тут-то начнутся проблемы. Вот тут начнется самое страшное. Вот. А в политику я возвращаться не хочу. Нет, я умею работать либо в политике, либо в науке. И сейчас я аккуратно. Да? Тьфу-тьфу-тьфу. Но впервые за долгие годы не я финансирую мою научную деятельность, а моя научная деятельность обеспечивает мне жизненный уровень. В конце концов, я ведь доктор габилитированный с дипломом Егелонского университета. Я горжусь, я иронически говорю, я доктор габилитированный в университете, где Скорина был бакалавром. Да, кстати. Вот. Но нужно сказать, что бакалавриат Скорины в те времена для белоруса это круче, чем докторская степень сегодня для белоруса. Это намного круче. 5 авторов, которые нужно прочитать иностранцам белорусских, чтобы понять белорусов, и 5 произведений, точнее, и 5 произведений, которые нужно прочитать белорусам, чтобы понять что-то о себе. Это одинаковые списки или нет? Это разные списки. Значит, исходим из принципа один автор, одна книга. И берем только прозу, не берем ни поэзию, ни драматургию. Итак, первый список, что нужно прочитать иностранцам для того, чтобы понять, кто такие белорусы. Иван Мелеш «Люди на болоте». Вячеслав Адамчик «Чужая батьковщина». Алексей Карпюк «Вершалинский район». Обязательно. Особенно сейчас. Василь Быков «В тумане». Именно в тумане ты выбираешь? Именно в тумане. Владимир Короткевич «Ладья Роспыш». Это список, который нужно прочитать иностранцам. Белорусы должны сделать все возможное для того, чтобы эти книги были переведены на другие языки. Все понимаю. Понимаю, что у каждого свои пристрастия. Но эти книги надо переводить. Надо переводить. Второе, список – это то, что должны прочитать сами белорусы, чтобы понять, кто они такие. Итак, он не полностью совпадает. Первый – Владимир Короткевич «Колосы под серпом твоим». Я написал об этом в своем лексиконе колосов. Это не самая любимая моя книга. Это не лучшее произведение Короткевича. Но это самая важная книга белорусов.
правда. написанная в 20 веке. Это правда. Потому что это книга о том, как становятся белорусами. Мгм. Вторая книга Иван Мелиш «Люди на болоте». Аргументируй. А мы привыкли воспринимать по школьной программе, что вот есть там мужики, которые строят какую-то греблю через что-то там. Я до сих пор не знаю, что это такое. Но когда я взрослым уже читал, эту книгу перечитывал, я вдруг увидел, что там есть та правда, которую не сказал, допустим, в «Поднятой целине» Шолохова. Там рассказано о трагедии коллективизации. Мгм. Да. Там рассказано о том, как пришедший из ниоткуда большевик вдруг начинает командовать хозяевами своей земли. Да? Мгм. Это страшный текст. И текст страшной силы. Да. И мало того, я не почти понимаю, я приговор, не да. помню сейчас, какое издание я читал, но это абсолютно не детский текст. И я не понимаю, как можно было читать, когда ты читаешь фактически о трагедии женщины, вынужденной сделать аборт Мгм. там. Там, да. И я понимаю, почему мои учителя в школе об этом не говорили. Но я не понимаю, как дети сейчас, которые знают гораздо больше, как они сейчас это читают. Мгм. Василий Владимирович в тумане. Мгм. Никуда не уйти. Это важно прочитать, это важно понять. Это вот одна из самых сильных вещей, может быть, вообще во всей белорусской литературе. И я еще не видел, я только куски успел посмотреть фильма «Лазница». Мгм. Вот. У меня в планах было посмотреть Я его, еще не смотрел но тоже. меня посадили Да. в этот момент. Но я представляю себе, насколько это страшный фильм. Просто Да. по определению. Это надо посмотреть. «Две жизни». Максим Горецкий. Мгм. Пятая книга – это будет книга белорусского автора, но не на белорусском языке, хотя она переведена на белорусский язык. Светлана Александровна Алексеевич. «Время секонд-хенд». Время секунд. Это то, что я успел прочитать, и она успела мне подарить, подписать, я благодарен за это. Мне позвонил из Праги Сергей Наумчик. Он сказал: Саша, завтра объявляют результаты Нобелевской премии. Я, говорит, не знаю, получит Алексеевич или не получит. Шансы, говорят, очень велики. А ты не мог бы написать нам 2 текста? Один на случай, если получится, другой на случай, если опять Как пролетело. Нью-Йорк Таймс, Опять умрет пролетело. или не умрет. Да. Я говорю ему: Сережа, я так не умею. Говорит: ну ладно, ну напиши. О чем ты будешь писать? О том, что получит, или о том, что не получит? Я говорю: о том, что получит, я напишу. Ну пиши о том, что не получит, и кто-нибудь другой напишет. Я написал, послал. На следующий день я еще ничего не знаю. Поскольку я в этот момент Когда ты дал ей премию. я живу в Киеве. Мои украинские коллеги бросаются, обнимают меня с воплями и криками: поздравляем, с чем, спрашиваю. Ну как, белорусы Нобеля получили. А как ты узнал, что Олесь получил? А все было очень просто. Мы сидели с ним в соседних камерах. И вдруг... Ему Володарка. вроде Вертухай сказал. Я не знаю, мне-то ничего, мы в соседних камерах. И вдруг в коридоре начинается дикий топот форменных сапог. То есть они носятся туда-сюда, невозможно понять, что и как, какой-то шум. Всё. Оказалось, церемония вручения Нобеля. Вполне вероятно. Значит, ну тут все понятно. Они-то узнали, Мгм. и, собственно говоря, они не знают, что делать дальше. Да. Потому У них что Нобель сейчас телеграммы придут, да? Значит, что с ними делать? Вручать, не вручать. Один из наших сокамерников выписывал газету «Советская Беларусь». Вот. Я употребляю полностью для того, чтобы не обидеть Павла Изотовича. Павел Изотович, я вас не обижаю вас.
И статья посвящена тому, какие мерзавцы Нобелевского комитета. И я начинаю выпадать фасадом, и я ору на всю камеру, а камера половина уголовники, половина, значит, политические уголовники. И я ору на всю камеру: мужики, у нас Нобелевская премия мира. Тебе написали такой вопрос: чего вы боитесь не успеть в этой жизни? Я пережил и многое и многих. Спел я еще раз. А когда я думаю о том, какое количество гораздо более здоровых, гораздо более приспособленных к жизни людей ушли из нее раньше меня, в возрасте значительно моложе, чем я понимаю, что Бог меня зачем-то хранит. Сейчас я думаю, что, может быть, мне предстоит написать самую главную книгу в моей жизни. Я не знаю, какой она будет. Ты пока не знаешь, что это? Я пока не знаю, что это. То есть у меня есть свой план. В колонии сначала первый год, когда я верил, что все равно вот быстро закончится, но вот год максимум. Да? Что я год не выдержал в колонии? Я 2 года выдержал в СИЗО, но год в колонии выдержал. Вот. И я составлял списки книг, которые я должен написать. Прошло 2 года, мне оставалось сидеть год. Я начал составлять список книг, которые я не буду писать, потому что они меня отвлекут куда-то в сторону от чего-то более важного, более главного. Вот. А я не планировал, что я переживу всю эту историю. Я думал, что книга «Лексикон Колосов» будет моей вообще последней книгой, которую я напишу. Потому что я писал ее еще будучи относительно здоровым по сравнению с тем, в каком состоянии меня выпустили. Очень надеялся на то, что вот этой книгой я поставлю красивую точку. Да, вот, все. Я с самого начала знал, что она будет на белорусском языке, что она будет для белорусов, что она будет для белорусов, которые читают Короткевича. Все, это было важно. Сейчас я пока не знаю, что важно. И сейчас, может быть, важной будет следующая книга. Вот как я горжусь тем, что написал биографию Францишка Малевского и вернул в историю честного и порядочного человека. Может быть, следующая книга, которую я пишу, это будет, скорее всего, биография Томаша Зана, лидера Филаретов. Вот. Может быть, это будет такая попытка дать белорусам деятельного героя. Что для тебя вкус счастья? Мандарин. Можешь даже не пояснять. Нет, я могу пояснить. Во-первых, это вкус, ассоциирующийся у меня с детством. А во-вторых, когда я первый раз попал в американку после выборов 2010 года, я понял, что мандарин – это самый тюремный фрукт, потому что он меньше, чем апельсин, да? Он легче делится на дольки, и ты в состоянии есть его долго. И вот этот вкус детства и вкус счастья – это… Ты мне подарок подаришь? Какой? Я не являюсь собственником тиража, но я не привык отбирать у друзей книги. Все желающие могут заказать эту книгу. Кто живет в Европе, пожалуйста, Аллегро. Кто живет за пределами Европы, пожалуйста, в издательстве «Полоцкие лабиринты». У них есть возможность разбираться с вами в индивидуальном порядке. Читайте, потому что Саша пишет потрясающе на самом деле. Не говори хоть комплимент. Иногда и прибедняется. Вот как сейчас. Не говори комплимент. Хорошо. Вот. Спасибо, что ты был со мной сегодня. Я безумно рад. Мы
твоего освобождения не виделись, и я сейчас прям получаю удовольствие просто потому, что я теперь знаю, кому мне надо позвонить, если у меня возникнет какой-то вопрос. Звони. Разговор с другом — это, знаете, такой отдельный жанр. Когда ты не готовишься, как к интервью. Ты знаешь, что у вас во все времена-то было о чем поговорить. И сейчас, наверное, еще больше появилось поводов поговорить. И не всегда это о злободневном, а все больше хочется говорить о вечном, когда появляется такой собеседник. Саша тот человек, который в каких-то вещах задавал такие тренды. Например, читать книги. Сколько журналистов, с которыми мы вместе работали в редакции, видели его стопки книг у его стола и выбирали, чтобы оттуда почитать. И это на самом деле история заразительная, потому что мало людей, которые приучают нас к таким вещам. Я очень рад, что он на свободе. Я очень рад, что теперь мне есть кому позвонить, чтобы справиться о литературе, заодно и о его здоровье. И знаете, когда Саша говорил про то, что какие вы крутые, и про волонтерство и прочее, я могу сказать, что его признание в этом, это стоит дорогого, потому что это значит, что этот человек ощущает это прямо на себе. Возвращаются люди к жизни, возвращаются к нам, которых нам очень не хватало. Если вы меня потеряли, то я где-то на кухне готовлю, и ко мне придет очередной гость, который расскажет вам что-то очень-очень-очень важное. Пока.